ощущаешь страх, не знаешь, за что схватиться, если, не дай бог, собака где-нибудь выскочит. Все равно они агрессивны. Даже они чипированы, если ходят. И все призывы некоторых жителей нашего города к тому, чтобы отравить, расстрелять, они незаконны. Люди ругаются, люди нервничают, люди боятся. Почему гуманный закон дает сбои и как это исправить? Ответы на эти вопросы сегодня ищут многие. И те, кто подвергся нападениям бездомных собак, заполонивших улицы населенных пунктов, и зоозащитники, и местные власти, которые обязаны этот закон исполнять. Ситуация, если и не накалена до предела, то очень близка к критической. Я первый раз такое наблюдаю, что в городе люди закупают электрошокеры, баллончики, боятся, дети у нас не могут выйти погулять. Дети не отпускают родителей детей погулять, потому что везде стаи собак. Меня покусали, разорвали, да. Я сейчас вообще собак боюсь. Они начали на нее накидываться, разорвали ей верхнюю одежду сзади. Мы стояли с дочкой, и у меня дочка, она стоит, она не понимает, что происходит. То есть у ребенка случился стресс. Я не хочу, чтобы там уничтожали их или еще что-то. Я хочу, чтобы мой ребенок, допустим, идя в школу, чувствовал себя безопасно. Бегают везде, везде, абсолютно везде. Встречаешь их везде. Страшно, конечно. У меня тоже 3 детей, и каждый вечер они у меня ходят в спортзалы. Вечером я раз как-то подъехал, они зажаты были возле одного дома. 6-17. Там тоже много собак собираются. Так я теперь, они меня с работы ждут, я их всегда с работы забираю домой, отвожу. Страшно, у меня их 3, и страшно их пускать домой. Приходится обходить их как-то, знаешь, что вот по дороге идти, что вот здесь стая собак. Приходится, думаешь, я лучше обойду, чем пойду через них. В соседней Ухте, например, уже объявлен режим повышенной готовности, который подразумевает оперативное межведомственное реагирование в экстренных случаях. Неудивительно, что на фоне участившихся фактов агрессивного поведения животных все чаще звучат мнения о возврате прежних радикальных мер. Я, наверное, не собачница, я бы их утилизировала. Жалко их, жалко, что они бездомные, да, голодные. Я все могу понять. Но вот так вот тоже делать, что наше правительство ничего не решает с этими вопросами, я бы отстреливала. Усыплять? Считаете, усыплять надо? Конечно. Слишком много. Мне их, конечно, жалко, но они дикие, они уже людей не боятся, это может повториться и повториться. Кто-то предлагает даже отменить закон или, как минимум, его пересмотреть. Без федеральной поддержки, по мнению жителей, власти на местах не в силах справиться с проблемой. И люди жалуются и говорят, что во всем ограничение законодательство, что с животными нельзя ничего сделать, например, радикального. Вот. То, что их вроде как отлавливают, что-то стерилизуют, какие-то метки ставят, отпускают, и сотни собак, вроде даже стерилизованные, но их количество не уменьшилось, они также бегают, и ничего сделать нельзя. Умертвить нельзя, отстрелить нельзя, в общем, ничего нельзя законодательно. Я думаю, что если препон в законе, то, наверное, нужно какие-то сделать изменения с этим законом, чтобы город был для людей, чтобы люди, дети, родители этих детей не боялись, что их ребенка загрызут или их загрызут, и чтобы они знали, что их защитят. Я бы очень хотела, чтобы либо внесли серьезные, конкретные изменения по этому поводу в закон, изменили эту ситуацию, потому что люди так жить не должны. Обязательно нужно предпринимать меры, потому что ситуация уже выходит из-под контроля, по моему мнению. Очень много людей пострадали, и почему они должны страдать? В то же время среди горожан немало и тех, кто отстаивает права животных на жизнь. Я просто как биолог скажу, чем больше будем бить животных, тем больше их будет размножаться. Это законы природы. Позиция зоозащиты не в том, чтобы пусть собаки размножаются, бегают по городу, лежат где хотят, кого хотят кусают, везде их кормите. Нет, зоозащита говорит о том, что все нужно делать в рамках закона. На данный момент волонтеров только упрекают
в том, что они за собак, в том, что они чуть ли не против людей. Это далеко не так. Мы такие же обычные люди, и где-то мы также боимся этих стай собак. И мы тоже просим и говорим о том, что прикармливайте собак вдали от подъезда, от школы, ну куда-то отведите эту собаку, покормите. Но вопрос должен решаться законно. Люди фактически разделились на два лагеря. Но, как показывает практика, грань между ними очень хрупкая. Я гуманный человек и люблю животных, тем более они ни в чем не виноваты, в принципе. Вот, поэтому, конечно, против. Но если человек с этим сам столкнется, не дай бог, с ребенком или еще что-то, соответственно, это сразу же автоматически переносит человека в другой лагерь. Сегодня среди горожан активно обсуждается вопрос строительства приюта, который, возможно, хоть как-то снял бы остроту момента. Однако пока средств на эти цели нет ни в бюджете муниципалитета, ни в бюджете республики. Сейчас Минприроды России разрабатывает проект создания сети приютов по всей стране для безнадзорных животных, предусматривающий софинансирование их строительства из федерального бюджета. И даже уже есть варианты типовых проектов стоимостью от 10 до 25 миллионов рублей. Конкретные сроки пока не называются. Так что, видимо, и в 2021 году людям и животным придется жить в предлагаемых действующим законом условиях. Для справки, за 2020 год в рамках 7 муниципальных контрактов было отловлено 219 животных без владельцев. 163 из них возвращены на прежние места обитания, 4 передано гражданам, 52 особи по показаниям ветеринарной службы были подвержены умерщвлению. В этом году уже отловлено 22 собаки. Стерилизовано и возвращено на прежнее место обитания будет лишь 13 из них. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Позитивным началом творческого сезона 2021 года в ГДК «Горизонт» стал концерт «Зимний звездопад». Без малого год и артисты, и зрители довольствовались онлайн-общением. И вот Дом культуры распахнул свои двери перед сосногорцами. Пусть по требованию Роспотребнадзора зал можно заполнять лишь наполовину, как говорится, лиха беда начала. За время пандемии я прям реально соскучилась по культурным мероприятиям в Сосногорске. Я просто когда узнала, что будет такой концерт, с удовольствием пришла. Хотелось послушать, какие есть у нас исполнители в республике. Очень стало интересно узнать о них гораздо больше. Кто радуется больше, зрители или артисты, измерить невозможно. Данила Розенберг в декабре вернулся в родной муниципалитет после срочной службы. Говорит, что живой встречи со зрителем ждал особенно, несмотря на то, что сегодня общаться можно и в интернете. По крайней мере, живое исполнение намного лучше онлайна тем, что ты чувствуешь эмоции людей, чувствуешь энергетику людей и видишь этих людей, чувствуешь этих людей и передаешь им те же самые эмоции, которые испытываешь сам, а на онлайн-концерте это сложно передать. Анастасия Чигвинцева в нашем городе живет уже год. Приехала из Перми вслед за мужем. Супруг увлечение Насти поддерживает, а сама она часто поет песни о любви. Теперь их можно слушать вживую. Я так думаю, что на всех очень сильно повлияла эта обстановка, связанная с коронавирусом. И все сегодня очень рады, наконец, выйти на сцену после такого долгого периода. То есть отмены всего. То есть сегодня мы всех очень порадуем, все очень счастливы. Я думаю, не только как артисты, но и зрители, которые очень ждали живого выступления. Море позитива получили те, кто решил провести свой субботний вечер в ГДК «Горизонт». Артисты из Ухты и Сосногорска постарались затронуть струны души каждого зрителя. И пусть половина кресел пустовала, создавая социальную дистанцию, в этот вечер люди все равно стали ближе друг к другу. Их связала музыка. Влада Гришаева, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В этой встрече победу одержал Ушаков Данил. Бой окончен, победителя приветствуют криками и аплодисментами. Это группа поддержки из родителей. Открытое первенство Сосногорского района по дзюдо собрало в физкультурно-оздоровительном комплексе спортсменов из Сосногорска, Ухты и Княж-Погосского района. Юных бойцов приехали поддержать родители. Среди них ухтинка Наталья Токанова. Ее сын Дмитрий Зеленков единоборствами занимается с 5 лет. Вот уже 4 года Наталья сопровождает его на соревнованиях.
Поездки для детей являются основным в соревновательном процессе. Дзюдо – это для нас более-менее новый вид спорта, так как у нас клуб смешанных единоборств. И все соревнования дают колоссальный опыт развития. Всех детей и их родителей приглашаем заниматься единоборствами, потому что это прежде всего мужской вид спорта, развивает силу, волю, характер. Очень сильно морально помогает детям как в школе, так и дома. Дети достаточно правильно себя ведут, очень внимательны к тренерам. И работа тренеров – это самое главное. Поэтому сегодня ждем хороших результатов. Возраст участников первенства от 7 до 16 лет. Ребята показывают мастерство в своих весовых категориях. Одновременно на татами проходит 2 боя. Соревнования в первую очередь важны нам для деток, потому что все устали от пандемии, все хотят бороться, все хотят заниматься именно в соревновательном процессе. Это большой рост для детей, это дает им толчок для дальнейших занятий спортом. Это дает большой толчок для родителей. Они смотрят на своих деток, смотрят, чему они добились. И самое главное, что дети хотят заработать награды. Для них главное – это заработать медальки, заработать грамоты, показать себя и выступить на соревнованиях. 11-летний Георгий Востряков со словами Анастасии Савиной не согласен. На татами он вышел в первой двойке. И несмотря на то, что удачно провел бой, для него все-таки главное участие, а не победа. Если, например, не победить, то можно расстроиться, и где я был, можно это все забыть. А когда участвовал, можно познакомиться с ребятами. Соревнования длились около 5 часов. Призеры и победители получили заслуженные награды. А те, кому в этот раз не повезло, наверняка сделают дома работу над ошибками и в следующий раз выступят лучше. Не зря же основатель дзюдо Кано Дзигара сказал: «Одержав победу, не заносись. Потерпев поражение, не сгибайся. Благоденствуя, не теряй бдительности. Попав в опасное положение, не пугайся и иди вперед избранным путем». Влада Гришаева, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.